Это заседание Народного собрания республики, пожалуй, самое важное событие в регионе после прошедших выборов. Сегодня главный вопрос повестки – рассмотрение на пост премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина. Ранее его кандидатуру на эту должность предложил глава региона Махмуд Али Калиматов. Он также принял участие в заседании. В соответствии с пунктом 8 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия представляю вам кандидатуру Сластенина Владимира Владимировича для назначения на должность председателя правительства Республики Ингушетия. Хотел бы сказать вначале, что все знаете, Владимир Владимирович работал и начал свою работу с момента преступления, в части приступил к работе, это всем известно, на момент бюджетного принуждения, когда у нас пандемия была коронавируса, и не ссылаемся, но то СВО, которое у нас есть, тоже требовало оперативных вмешательств именно председателя правительства и правительства в целом. Несмотря на все сложности, Владимир Владимирович всегда справлялся с поставленными задачами. Сластенина знают как человека, знающего свое дело, грамотного специалиста, и профессионализм, его компетентность, ответственность и большой жизненный опыт. Я уверен, что его целеустремленность, последовательность, принципиальное хорошее знание региональной специфики. Я просто для примера скажу вам, за период образования нашей республики у нас было 17 председателей правительства. Просто посчитайте за 30 небольшим, сколько работает нынешний председатель, который предлагается на новое назначение, 5 лет. Мало кто работал год, полтора, может, еще. Это очень важно, потому что это значит стабильность, работа, системность. Вопросы, касающиеся направления, вы знаете, социально-экономическое развитие республики – это повышение качества жизни, деятельности наших жителей республики. Мы работаем для того, чтобы улучшить условия, и в связи с этим я хотел бы сказать вам, что кандидатура Владимира Владимировича Сластенина, она достойная тем, что специфику республики он знает, сам лично вникает во все вопросы. И поэтому предлагаю согласовать кандидатуру на должность председателя правительства республики. Сегодня перед правительством поставлены задачи всех направлений, которые у нас есть здесь. Они сложные, в нынешних условиях, не буду объяснять почему. Но знание, опыт, я думаю, Владимир Владимирович сможет объединить наши усилия, и парламент, и правительство, и администрация главы и правительства. Это как единая команда, которая выполняет те задачи, которые стоят перед нашей республикой. И, конечно, я всегда говорю, все, что мы делаем, это для жителей республики. На ближайшие 5 лет хотел бы закрепить тот успех, те достижения, которые у нас сегодня есть, и решить поставленные задачи, которых очень много. Спасибо за внимание. Далее, согласно процедуре, кандидату на пост председателя правительства предоставили возможность выступить с речью. Цифры и факты. Владимир Сластенин рассказал о достижениях региона за последние годы. Хочу поблагодарить главу Республики Ингушетия за оказанное доверие в выдвижении моей кандидатуры на пост председателя правительства Республики Ингушетия на новый срок, а также отдельно выражаю благодарность депутатам Народного собрания за конструктивное взаимодействие на протяжении 4,5 лет с момента моего назначения и работы в должности председателя правительства республики. За этот период сделано много, о чем ежегодно докладывались, и в рамках отчета правительства Республики Ингушетия перед Народным собранием. На последнем внеочередном заседании прозвучало желание создать программу социально-экономического развития республики. Докладываю депутатам, эта программа у нас существует уже несколько лет.
Она исчисляется 300 страницами, поэтому я не стал ее сейчас распечатывать и давать, она у нас есть на сайте. А то, что вот доклад, который мы готовили сегодня на 45 страницах, он у вас есть, я постараюсь коротко сделать выжимки по основным направлениям. Бюджет, несмотря на внешние вызовы, касаемо наличия различных ограничений и санкций, действующих в отношении бюджета республики на некоторую нестабильность в стране, связанную с распространением коронавирусной инфекции, началом СВО, нам удалось обеспечить положительную динамику практически по всем показателям. По темпам роста валового регионального продукта 17,5%, 87 миллиардов, республика занимает одну из лидирующих позиций в Северо-Кавказском федеральном округе. А по росту собственных доходов в Российской Федерации рост в 1,5% с 4,4 миллиарда до 6,8 миллиарда. Основная задача, которая ставилась главой Республики Ингушетия перед правительством, это оздоровление регионального бюджета. Значительные изменения за этот период произошли в бюджетной сфере. При поддержке федерального центра, а также за счет средств республиканского бюджета удалось сократить долговые обязательства с 11,8 миллиардов в 2012 году до 3,6 миллиардов в 2024 году. На сегодняшний день у нас остался только государственный долг 1,8 миллиарда, который реструктуризирован до 2029 года, и в последнем послании президента Путина нам разрешено 2/3 от этой суммы тратить на наши расходы по обеспечению сетей, ЖКХ и других задач для населения. Значит, на эти цели были направлены более 8 миллиардов. Уплатив в том числе и 3,9 миллиарда, мы вышли в 2023 году из мер бюджетного принуждения, принятых в отношении бюджета республики за допущенные в 2015 и 2016 годах нарушения в части использования федеральных средств, выделенных на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Удалось обеспечить стабильный рост собственных доходов бюджета, начиная с 2020 года. Был обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета более чем на 40%, с 5,2 миллиарда рублей до 7,4 миллиарда рублей. Достигнутые результаты позволили нам формировать социально ориентированный бюджет, более 70% средств которого предусмотрены на выплаты именно социального характера. Основными задачами на предстоящий период остаются сохранение социальной направленности бюджета не менее 70%, поэтапное сокращение долговой нагрузки бюджета, в том числе полная ликвидация кредиторской задолженности, оптимизация расходов бюджета с акцентом на необходимость в первоочередном порядке осуществления социальных значимых расходов, повышение эффективности использования целевых межбюджетных трансферов, сокращение дефицита консолидированного бюджета посредством привлечения финансовой помощи и наращивания поступлений собственных доходов бюджета, в том числе за счет подъема производства в промышленной сфере и в результате реализации крупных инвестиционных проектов. Нацпроекты. Также главой ставилась задача по обеспечению своевременного и эффективного выполнения мероприятий нацпроектов. За это время успешно реализовано 280 мероприятий, в том числе построены и реконструированы 26 детских садов. Уровень общей безработицы в 2024 году составляет 26,9%, когда в 2020 он исчислялся 32%. Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных на 1 сентября 2024 года составила 24 тысячи, что на 37 тысяч человек меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда мы начинали, было почти 67 тысяч зарегистрированных. Представляете, какие цифры? Необходимо отметить, что в целом ситуация за 2020-2024 годы начала стабилизироваться. Показатели на региональном рынке труда стали снижаться с 24% до 8,6%. Но перспективы еще есть, потому что в стране эта цифра составляет всего-навсего 3,4%. Напомню, Владимир Сластенин стал исполняющим обязанности премьера республики в январе 2020-го. В марте того же года депутаты Народного собрания поддержали его кандидатуру на должность председателя правительства. По завершению выступления кандидату задали ряд вопросов. Это касалось ситуации на дорогах, выделения целевых мест выпускникам школы, а также спросили о сроках окончания реконструкции ингушского участка ФАТ «Кавказ». И вы представляете, вот то, что вы сейчас сказали, вот этот круг с кольцом, вот там, где лужа была, сделали, а с другой стороны не можем делать, потому что у нас житель
который не соглашается на цену, которую ему дают за его участок, он в суде находится, мы 4 месяца уже судимся. Не мы, дорога судится. Глава даже подключил наше юридическое управление, хотя мы не должны, это они должны работать. Ну вот так вот у нас устроено. Из одного человека... Утвердив форму избирательного бюллетеня, депутаты перешли к главному – процедуре тайного голосования. Спустя полчаса стало известно, доверят Сластенину эту миссию снова или нет. Число изготовленных бюллетеней 32, число выданных бюллетеней 31, погашенных 1, бюллетени обнаружили ящики для голосования 31, число действительных бюллетеней 30, число недействительных бюллетеней 1, число голосов, поданных за кандидата Сластенина Владимира Владимировича 24, число голосов, поданных против кандидата 6. Владимир Сластенин поблагодарил парламентариев республики за качественную и содержательную работу. Он отметил, для процветания республики надо прикладывать общие усилия. Прочный фундамент уже заложен. Спасибо большое за доверие. Думаю, что мы продолжим тот путь, который мы проводили с главой. У нас как бы все вещи в тандеме. Глава, правительство, члены правительства, министры. Поэтому спасибо за доверие. Напомню, 8 сентября руководитель республики отправил региональное правительство в отставку в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Конституции Ингушетии. Глава региона ранее сообщал, что значительных кадровых перестановок в ближайшее время в Кабмине не будет, но в ряде министерств и ведомств будут представлены новые руководители. Хавгагиева, Александр Горовожев, Магаз, 24.